День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Следкоп сообщил о гибели более 60 человек в результате терактов в Подмосковье. По данным ведомства, число жертв может увеличиться. В Якутии отменили все массовые мероприятия после терактов в Подмосковье. Глава региона Айсан Николаев выразил соболезнования в связи с трагедией. На переправе Якутск-Нижний Бестях отработали действия ведомств в условиях ЧС. По легенде, на дороге произошло ДТП с участием 3 автомобилей. Атака клоунов. У жительницы Якутии арестовали счета из-за совпадения личных данных с должником. Падежи, суффиксы и префиксы языка народа саха. Московские студенты изучают особенности грамматики якутского языка. Неизвестные устроили стрельбу в Крокус-Сити-холле в подмосковном Красногорске. В это время там начинался концерт группы «Пикник». Неизвестные, по словам очевидцев, устроили стрельбу в холле и в самом зале перед началом концерта. После начала стрельбы в здании начался пожар. Предположительно, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку. Пожарные долго не могли приступить к тушению из-за нападавших. Площадь пожара достигла 13 тысяч квадратных метров. Кровля Крокуса частично обвалилась. В МЧС сообщили, что пожар в Крокус-Сити-холле локализован. По данным на 7 утра по якутскому времени, пожар локализован на площади в 12,9 тысяч квадратных метров. Ранее сообщалось, что в тушении пожара принимали участие вертолеты. По информации МЧС, к тушению огня привлекалось более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Пролив конструкции в Крокусе продолжается. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула. Разбор завалов пока продолжается. Вертолеты завершили свою работу по тушению пожара в Крокус-Сити-холле. Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили президенту России Владимиру Путину о расследовании теракта в Крокус-Сити-холл в подмосковном Красногорске. Кроме того, глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о мерах, предпринятых для спасения людей, оказания всей возможной помощи пострадавшим. Следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия. Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться. С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы. Назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические и дактилоскопические. Изымаются и изучаются также и записи с камер видеонаблюдения. По факту происшествия сегодня в Крокус-Сити-холле Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это террористический акт. На место происшествия уже прибыла и начала свою работу следственно-оперативная группа Главного следственного управления, а также криминалисты и эксперты Следственного комитета. На месте координирует работу следственно-оперативной группы председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин Александр Иванович. Начаты первоначальные следственные действия. Всего госпитализированы после теракта 115 человек, 5 из них дети, уточнил глава Минздрава страны Михаил Мурашко. Один ребенок в тяжелом состоянии, добавил он. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью. Напомню, вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что практически все операции госпитализированным после теракта проведены. Тяжелые пострадавшие переведены в реанимацию. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что у Крокус-Сити-холла сейчас находится 70 бригад скорой помощи. Все пострадавшие в результате теракта эвакуированы с места ЧП. Провели оперативный штаб, все службы на месте, каждый занимается своим делом. Соответственно, наша задача – дать полную информацию по тем, кто госпитализирован. Это Москва, Московская область и федеральные клиники. И 4 города у нас в Подмосковье: Долгопрудный, Химки, Одинцово и Красногорск, куда госпитализированы те, кто, соответственно, был доставлен в наши клиники. Списки в ближайшее время мы опубликуем, и прямая линия, которую мы открываем сейчас, это 122-0, для того, чтобы получить необходимую информацию тем, кто ищет своих близких и родственников.
Пострадавших при теракте в Крокус-Сити-Холле госпитализировали в 12 больниц Москвы, сообщает Департамент здравоохранения столицы. О мерах для пострадавших рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Мы госпитализировали 115 человек, из них 5 дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Из 110 взрослых 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Более 30 человек обратилось за амбулаторной помощью. На объекте при оказании медицинской помощи одновременно находилось более 50 бригад скорой помощи. Пациенты обеспечены всем необходимым: препаратами крови, лекарственными препаратами. Продолжается оказание помощи. Также при эвакуации пациентов были задействованы вертолеты. Почти все операции, в которых нуждались госпитализированные в результате теракта в Крокус-Сити-Холле, проведены, тяжелые пациенты переведены в реанимацию. Об этом сообщила журналистам вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас оценивается ситуация в лечебных учреждениях Москвы и Московской области. В связи с событиями для родственников пострадавших открыта горячая линия номер 8-499-251-4503. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения. Мы сейчас все вместе оцениваем ситуацию в лечебных учреждениях и Москвы, и Московской области. Мы постоянно находимся на связи с коллегами из Москвы здесь, в Московской области, и оцениваем ситуацию с пострадавшими. Если будет хоть какая-то необходимость маршрутизации пациентов в лечебные учреждения более высокого уровня, федеральные, то, соответственно, этот перевод будет осуществлен. Что касается работы здесь, коллеги, квалифицированные врачи, помощь оказывается. В данный момент прошли практически все операции. Больные, которые тяжелые, переведены в реанимации, и идет оказание медицинской помощи по всем стандартам ее оказания. Дополнительно хочу сказать, что после оценки ситуации мы будем принимать решение о том, как дальше действовать. Крови достаточно. Крови достаточно. Препаратов крови самой непосредственно. Но если у людей есть желание прийти на донорские пункты, мы только приветствуем это, потому что это солидарная акция помощи тем, кто пострадал. Они там стояли у выхода, мы туда пошли, они нас видели. Кто-то из них обратно забежал, начал стрелять по людям. Я упала на пол и сделала вид, что делали. А девушку рядом со мной убили, наверное. Потом пламя разгорелось, они закрыли дверь. Ну, наверное, замок не смогли закрыть. Я лежала под дверью, дышала воздухом, потому что там было. Через какое-то время выползла. 3, наверное, 4. Выползла, смотрелась, везде был дым. Поползла к выходу и поняла, что уже никого нет, и вышла на улицу. Посольством России в Кишиневе, Вашингтоне, Белграде, Оттаве, а также Генконсульству в Нью-Йорке жители несут цветы и свечи в память о погибших в теракте. Также жители Минска скорбят по жертвам в Крокус-Сити-Холле, несут цветы и свечи у посольства России в Минске. Россияне и белорусы едины. Тут я уже говорю в рамках такой трагедии, это не какой-то пафосный оборот. Действительно, мы братья. 81-ю годовщину Хатыни, то, что произошло в нашей дружественной соседней стране, в Российской Федерации, это даже не находит никаких слов. От таких событий просто стынет в жилах кровь. И, как мы сегодня можем видеть, даже небо плачет. Глава Якутии выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном Крокусе. Цитата: «В результате жестокого, бесчеловечного акта терроризма погибли ни в чем не повинные люди. Сотни пострадали. От имени многонационального народа Якутии от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Все мы разделяем боль утраты. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что все виновные будут найдены и понесут самое суровое наказание». Конец цитаты. В связи с трагедией в Якутии отменили все массовые развлекательные мероприятия.
Миноборнауки рекомендует вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистанционный формат из-за теракта 22 марта в Крокус-Сити-Холле. Крупнейшие высшие учебные заведения Дальнего Востока уже перешли на дистанционный режим работы и усиливают меры безопасности в связи с произошедшей трагедией. В ДВФУ ввели все меры повышенной безопасности, усилили смены охраны. Вход в учебные и жилые корпуса осуществляется только по персональным пропускам. Все массовые развлекательные мероприятия отменены. В Якутии в СФУ в субботу обучение также прошло в дистанционном режиме. Пришедшие на первую пару обучающиеся после его завершения перешли на дистант со второй пары. К этому часу отменяются все массовые спортивные и развлекательные мероприятия в республике. Также в связи с терактом закрыт для посещений вход в национальный парк Ленские столбы. Меры безопасности ужесточены, чтобы обеспечить защиту посетителей и сохранить спокойствие на территории парка. В Саха-театре спектакли, которые были запланированы на субботу и воскресенье, перенесены на апрель. Аэропорт Якутска работает в штатном режиме. На всех объектах транспортной инфраструктуры объявлен повышенный уровень к обеспечению безопасности. Мы продолжим подводить итоги недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Поэтапное снижение грузоподъемности на ледовых переправах и зимниках в Якутии начнется с 1 апреля. Закрытие ледовых переправ и автозимников в центральных районах состоится ориентировочно 15 числа, в арктических и северных районах республики 20-25 апреля. Проезд будет запрещен для всех видов транспорта. Министерство транспорта и дорожного хозяйства настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ и автозимников. На участке ледового автозимника Якутск-Нижний Бестях протяженностью в 12 километров по льду произошло ДТП с участием 3 машин. Такая легенда состоявшихся учений на ледовой переправе. Отмечу, сами учения проводятся ежегодно Федеральным дорожным агентством «Росавтодор». За ходом тренировки в этом году наблюдала моя коллега Даяна Федорова. По легенде учений произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал, зажат, требуется деблокация. После получения информации о происшествии все оперативные службы прибыли на место аварии в кратчайшие сроки. В этом году проводится именно на ледовой переправе через реку Лена. Это особенность нашей республики, и мы показываем эту технологию производства, подготовки и эксплуатации ледовых автозимников. На основной ледовой переправе через реку Лена собрались более 50 человек личного состава и 13 единиц техники. Все работы завершены в установленные сроки. Цели учения достигнуты. Личный состав получил навык и знания по вопросам организации проезда в условиях чрезвычайной ситуации. Все задачи выполнены. Передвигаясь по автодорогам и ледовой переправе, необходимо соблюдать все правила дорожного движения и информационных знаков. Допустимую грузоподъемность, скоростной режим, а также дистанцию. Ведь они установлены далеко не просто так. За предыдущие месяцы текущего года в Якутии зарегистрированы 100 дорожно-транспортных происшествий. В результате 13 человек погибли и 128 получили различные травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность выросла на 26,6%. Водители должны в первую очередь, конечно, соблюдать правила дорожного движения, да, если они заезжают на паромную переправу, допустим, ну и на зимники, да, то они должны соблюдать все те требования правил дорожного движения. Какая бы долгая зима в Якутии ни была, она заканчивается. Это значит, что с середины апреля все ледовые переправы на федеральных дорогах подлежат закрытию. Проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. После обильных снегопадов дорожники Ленска приступили к чистке дорог. Компания «Техносервис» заключила двухгодичный контракт на обслуживание дорог. По условиям нового документа объемы выполненных работ увеличились в разы. Благодаря районной администрации выделены и дополнительные средства.
Сегодня ведется уборка дорожного полотна до микрорайона Теплый Стан, вычищается дочисто проезжая часть, тротуары, перекрестки, пешеходные дорожки, вывозится снег с обочин дорог, предприятия проводят противогололедные работы. Ведь уже через неделю, по прогнозам синоптиков, ожидается активное потепление. На данный момент сейчас вскрывается все до асфальта, убирается полностью обочины, тротуары, весь снег складируется в кучу, и в дальнейшем начнем сейчас его вывозить. Потому что сейчас не за горами уже начнется оттайка, и все это начнет таять, превращаться ночью в лед, и будет, грубо говоря, опасная ситуация для автомобилистов и пешеходов в городе. Объемов в этом году, грубо говоря, раза в 2 побольше, чем в прошлом. 72% грузов от плана доставили до пунктов назначения в республике. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников провел заседание межведомственной комиссии по координации перевозки грузов в регионе в зимний период. Так, в перевозке жизнеобеспечивающих грузов в республике задействовали 820 единиц автотранспорта, а также все сезонные автомобильные дороги регионального и муниципального значения, открытые для движения. Особое внимание Садовников обратил на грузоперевозки в арктические и северные районы. В Нерюнгринском районе прошли пожарно-тактические учения. Цель тренировки – повышение уровня профессиональной подготовки, отработка скорости реагирования и навыков по тушению пожара. Наш корреспондент Иван Лазаренко следил за ходом учений. Учения по тушению условного пожара прошли в здании отдела МВД по Нерюнгринскому району. С момента поступления тревожного вызова до прибытия огнеборцев на место ЧП прошли считанные минуты. Отрабатывались 3 основных вопроса. Первый вопрос – это оповещение и прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова. Второй – это организация взаимодействия с отделом МВД по Нерюнгринскому району по эвакуации личного состава, а также материальных средств создания отдела МВД. И третья задача – это практическая отработка навыков личного состава подразделений Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона по выполнению задачи на таких объектах. По легенде учений, возгорание началось здесь, в актовом зале. Открытый огонь начал быстро заполнять помещение, ну а густой едкий дым от горения отделочных материалов и мебели начал распространяться на все 4 этажа здания. Уходят на разведку на 1-й этаж ИВС, как понял. Информацию на Апрелевку передай. Вас понял. Грамотные действия и слаженная работа всех расчетов позволили выполнить поставленные задачи в кратчайшее время. Условный пожар потушен, гражданские лица эвакуированы, условные пострадавшие найдены, им оказана необходимая помощь. В целом было сосредоточено 5 единиц техники по вызову номер 2 в пределах 20 человек личного состава. Задачи, боевые участки выполнили, оценка в целом удовлетворительна по этим тактическим учениям. На подобных учениях, которые проводятся регулярно и на разных объектах, совершенствуется тактическое мышление и практические навыки, что позволяет всем подразделениям действовать в будущем более слаженно и эффективно. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутии более 450 населенных пунктов под угрозой лесных пожаров. В этом году в республике под угрозу лесных пожаров могут попасть более 460 населенных пунктов, 34 детских лагеря и 74 дачных объединения. В целях защиты населенных пунктов и объектов экономики запланировано проложить и обновить более 1000 километров минерализованных полос и 600 километров разрывов, рассказал заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Аял Вензель. По предварительным данным, на возможные чрезвычайные ситуации в пожароопасный период на территории республики группировка сил и средств сформирована в количестве свыше 10 тысяч человек и 2000 единиц техники. Огонь представляет большую опасность в зоне боевых действий. Во время боев многие солдаты специальной военной операции получают ожоги разной степени. Так, волонтеры из организации «Боевые шелкопряды» решили пропитывать маскировочные сети специальным веществом. Подробности знает Аман Отов. После поездки в зону боевых действий глава Бабагаинского наслега Егор Николаев заметил, что маскировочные сети очень быстро возгораются при соприкосновении с огнем. У команды волонтеров зародилась идея пропитывать сети специальным веществом, которое не позволяет им возгораться. И решил обрабатывать вот эти сетки именно таким веществом, чтобы там ребятам помочь
при пожаре, при том, что когда сгорает вот это вещество, чтобы не сгорало. И вот одежду, обрабатывать одежду танкистов, там еще что-то, при подбивании танка очень много парней получают ожоги. И чтобы они одежду, чтобы обрабатывать, тогда ожогов меньше будет. Для реализации этой работы Егор Афанасьевич подключил компанию, работающую с противопожарными смесями «Регион Щит» и волонтерскую организацию «Боевые шелкопряды». Одним из преимуществ этого продукта является отсутствие запаха и безвредность для организма человека. Именно поэтому солдаты могут пропитывать ими свое военное обмундирование, дабы защититься от огня. После обработки в течение 3, даже больше лет он свойства не потеряет, если на мокром снегу или дожде не стоит. А если свойства потерялось, надо взять быстренько обработать. Вот таким простым пульверизатором можно быстренько любому человеку обработать на месте. Быстренько можно и дома, можно и на улице, без разницы. Волонтерская организация «Боевые шелкопряды» занимается плетением маскировочных сетей. Размер одного стенда занимает 2 метра в ширину и 2 метра в длину. При работе с 10 утра до 6 вечера команде удается закончить 5-7 маскировочных стендов. Делаем хараскал, готовим. Вот такие вот хараскал. Каждому даем с маскировочными сетями. Мы им обязательно делаем подарки. И в подарках вот ложим вот такие стельки, которые готовим из конских волос. Тоже вся республика нам помогает. Проверив эффективность невозгорания маскировочных сетей, Егор Николаев сообщает, что их команда решила отправить 100 пропитанных маскировочных сетей в зону боевых действий. Аманотов, Семен Семенов, Якутск. Глава Ленского района вручил орден мужества семье Александра Телепко, погибшего в зоне СВО. Житель поселка Витим Ленского района Александр Телепко был мобилизован в сентябре 2022 года. В зоне СВО служил младшим сержантом. В группе разведки воевал и исполнял свой воинский долг. Погиб 30 июля 2023 года при выполнении специальных задач во время наступательных действий на территории Украины. Проявил отвагу и самоотверженность. В соответствии с указом президента России Александр награжден орденом мужества посмертно. Глава района выразил глубокое соболезнование детям бойцам и всем его близким. Только в начале августа узнали о том, что он погиб. Вот сперва не поверили, потому что у нас уже был родственник, который говорил, что он тоже умер, но в итоге оказалось, что не так. Получается, долгое время не верили, потом, как в Ленск вернулись, похороны начались, вот уже тогда осознали, что все. Я испытываю гордость за своего отца, потому что он долгое время там находился. Только гордость за него чувствую большую очень. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. По последним данным, за первые 2 месяца текущего года на территории республики зарегистрировали 100 дорожно-транспортных происшествий. Это на 26,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О причинах негативной динамики на дорогах расскажет Аманотов. Пресс-конференция началась с обсуждения мер, которые будут предприняты для снижения аварийности, включая возможную установку новых камер фиксации нарушений ПДД и разработку планов по улучшению инфраструктуры дорожного движения. Ведомство сообщает о росте случаев наездов на пешеходов, нарушений на перекрестках и пешеходных переходах, а также о выезде на полосу встречного движения. Стабилизации с учетом ограничений планируем то, что управление автодорог у нас камеры дополнительные фотофиксации выставит, в том числе на паромных переправах. У нас есть определенные соглашения с муниципальными образованиями. Это город Якутск, Мигино-Кангаласский, Усанданский, Хангаласский. Поэтому передвижные станции будут работать. Помимо этого у нас отработали по арктическим районам, это по техосмотрам транспортных средств для учебных заведений, ЖКХ, машин. Поэтому в плановом порядке отработали.
Наибольшее количество аварий, а именно 48%, приходится на столицу республики. Также значительный рост происшествий отмечен в Мирном, Нерюнгре, Горном районах. Сотрудники госавтоинспекции предупредили жителей Якутска быть бдительнее на дорогах и не рисковать своей жизнью. Сейчас весенняя распутица, гололед, летом, днем активно подогревает солнышко, тает снег, дорога становится скользкая, а в вечерний и ночной период обязательно подмерзает. Поэтому на дорогах у нас образуется гололед, поэтому водителей мы призываем соблюдать скоростной режим, выбирать правильную дистанцию для того, чтобы контролировать ситуацию на дорогах, ну и соблюдать правила дорожного движения. Очень многое зависит от ответственности участников дорожного движения. По нацпроекту «Качество и безопасность» строятся и ремонтируются новые дороги. Ответственные органы обеспечивают безопасность на дорогах, следят за соблюдением правил. А с другой стороны, и водители, и пешеходы тоже должны быть в ответе за свою жизнь. А молодежь, машину купил. Они думают, что это как игрушка, кататься. Главное, чтобы они всегда помнили, что они должны доехать до дома целыми и невредимыми. Понимаете? При этом мы всегда должны помнить, что их дома ждут. Например, сейчас очень модно пить пиво безалкогольное, но все равно там есть алкоголь. И даже в нашем кумысе, якутском народном, который считается лечебным, у него тоже есть там какие-то проценты. Поэтому никогда не стоит пить, употреблять перед тем, как выехать. Лучше возьми такси. А в последнее время, наоборот, я замечаю, что у многих новые шины стараются сразу менять. Но бывает, конечно, день жестянщика, первые дни, когда гололед. Но я не вижу, чтобы зимой ездили на летней резине. Надо менять вовремя под сезон. И это деньги надо не жалеть на это, на колеса. Хорошие надо покупать резину. Комплексные работы Госавтоинспекции МВД по Республике Саха-Якутия, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также администрации города Якутска и, самое главное, соблюдение дорожных правил гражданами должны сократить количество автопроисшествий в регионе. Аманотов, Илья Сырмятников, Якутск. У якутянки объявился двойник. При этом полный тезка оказался должником. Сумма существенная – более 90 тысяч рублей. Совпадение личных данных привели к аресту банковских счетов. Что делать, если вас по ошибке признали злостным неплательщиком, расскажет Синдаяна Федорова. Я зашла в госуслуги и увидела наложение ареста на мои счета из-за долгов другого человека, моего двойника. Так Наталья Иванова узнала, что у нее есть двойник, который не платит по счетам. В один миг все банковские карты заблокировали. Я не могу пользоваться своей пенсией, даже не могу купить хлеб, оплатить свои счета по квартплате. Кредитки мои тоже арестованы. Как только она увидела арест счетов, немедленно обратилась к судебным приставам с заявлением. Как раз праздники же начались 8 марта. И 11 числа я открыла с утра госуслугу, но пока никакого ответа не получила, поэтому повторно написала заявление, что я не должник. За комментарием по сложившейся ситуации наша съемочная бригада обратилась в Федеральную службу судебных приставов по Якутии. Выяснилось, что в судебном приказе, который предъявил взыскатель в службу судебных приставов, указаны данные Натальи Ивановой. На основании исполнительного документа возбуждено исполнительное производство и приняты меры принудительного исполнения. Должностные лица службы не могут ставить под сомнение решение суда. Гражданке же рекомендуется обратиться в судебный участок для обжалования судебного приказа. Чаще всего проблема с двойниками возникает потому, что в исполнительное производство поступают документы, содержащие недостаточно данных о человеке. По данному случаю была проведена проверка, в ходе которой выявлено, что фондом было подано заявление в суд с требованием установить персональные данные собственника.
В судебном приказе была допущена опечатка в имени собственника, в связи с чем возникла данная ситуация. Что делать, если вы оказались в подобной ситуации? Заходим на сайт судебных приставов и пишем обращение. В тексте подробно описываем всю суть. Загружаем копию паспорта, ИНН, СНИЛС. Чем больше личных документов, тем лучше. И самое главное, в заявлении делаем пометку «Я двойник». И тогда рассмотреть его должны в течение 2 дней. После того, как запрошенные документы будут получены и выяснится, что гражданина перепутали с его тезкой-должником, судебный пристав-исполнитель, который возбудил исполнительное производство, должен сразу же отменить все ошибочно наложенные на гражданина ограничения. В случае, если решить проблему судебными приставами не удалось, гражданин может обратиться в органы прокуратуры для проведения проверки. Ситуация Натальи Ивановой решена. С банковских счетов сняли арест. Даяна Федорова, Элита Махно, Семен Семенов, Якутск. Квалифицированные кадры в каждое село. В Якутии продолжают работу одно из главных направлений нацпроекта здравоохранения, а именно обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Его цель – ликвидация кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа профессии медработника. Что делается для увеличения количества медработников, расскажет Вероника Таюрская. Профессия врача считается одной из благородных профессий в наше время, а их подготовка является наиболее долгой и сложной. Но это не напугало студента 4-го курса Айтала Отова поступить в медицинский институт и стать в будущем врачом. Наличие аккредитационно-симуляционного центра при СВФУ юноша считает необходимым для студентов. Центры важны очень, потому что без этих центров у нас практики не будет. Практика зависит все от симуляционного центра. Именно в этом центре мы сдаем аккредитацию, проходят симуляционные навыки, которые мы обретаем, чтобы производить на уже дальнейшем больном человеке. Здесь у нас проходят дисциплины по циклам. И вот у нас цикл оториноларингологии проходит. Центр при СВФУ был создан 26 января 2012 года для развития практических навыков у студентов и внедрением медицинских виртуальных образовательных технологий в процесс обучения. Здесь наши студенты проходят практические навыки. Вот, допустим, на цикле оториноларингологии мы обязательно занимаемся в симуляционном центре. Врачи общей врачебной практики, когда они идут работать после мединститута, они должны уметь делать эти практические манипуляции. Студенты проходят цикл на 4-м курсе. Это те студенты, которые действительно выбрали себе самую такую гуманную специальность и имеют большой интерес к учебе. Всего в Якутии на сегодняшний день 2200 человек обучаются по медицинскому направлению. Из них 1500 студентов выбрали лечебное дело и педиатрию. А 700 человек проходят подготовку на среднего медицинского персонала. Для более быстрого закрепления медицинских работников на местах реализуются 2 программы – «Земский доктор» и обеспечение качественным жильем медицинских работников в арктических улусах. На сегодняшний день реализуется программа обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами, в рамках которого у нас стоит основная цель – это ликвидация кадрового дефицита в медицинских учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Также укомплектование узкими специалистами, которые участвуют в национальном проекте здравоохранения, в рамках которого с 2019 года у нас ведется подготовка медицинских кадров для данной задачи. Отметим, что нацпроект здравоохранения инициирован президентом России Владимиром Путиным в 2019 году и направлен на разработку 5000 новых образовательных модулей и создание 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Вероника Таюрская, Григорий Хлопков, Жилустан Иннокентьев, Якутск. Полным ходом идет реализация проектов по распространению мобильной интернет-сети в различные районы Якутии. Так, на территории республики реализуют 2 программы. Федеральный проект устранения цифрового неравенства 2.0 и проект «Синергия Арктики», запущенный по инициативе главы республики Айсена Николаева. Подробности знает Тимур Колмогоров. 14 населенных пунктов Якутии будут подключены к высокоскоростной мобильной связи и интернету в 2024 году в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства. Так, одним из таких населенных пунктов стал Урасаллахский наслег Абыйского района. В нем установили мачту высокоскоростного мобильного интернета 4G высотой в 30 метров. До этого такую вышку поставили в Абыйском наследии.
Вот эта тарелка будет мониторинг, а вот это что-то там, сотовая и интернет. А так обещанная скорость 10 мегабит передачи прием. Это будет охватывать где-то 1500 абонентов. И радиус действия 10 километров. В свою очередь, в отдаленных и арктических селах Якутии реализуется проект «Синергия Арктики». Жиганский район стал первым районом, в котором реализовали данный проект. 3 населенных пункта – Бестях, Бахана и Жиганск – были обеспечены возможностью подключения к интернету. Высокая скорость интернета позволит в полной мере организовать работу в единой государственной информационной системе здравоохранения. Это значит, что в полном объеме будут доступны все модули, такие как электронная история болезни, электронные медицинские карты, станет доступна система мониторинга и контроля и движения лекарственных препаратов, отпуск лекарственных препаратов. Проект «Синергия Арктики» подразумевает прокладку еще 7000 километров волоконно-оптического кабеля в экстремальных природно-климатических и географических условиях. Благодаря ему к концу 2027 года все арктические районные центры республики будут подключены к высокоскоростному интернету. На нынешний год у нас как раз мы сейчас прорабатываем финансирование, этапы финансирования данного проекта. То есть у нас определен уже и вот строил оператор. Это Arctic Telecom, это компания региональная. Вот он будет у нас продолжать строительство. То есть основные у нас следующий этап это с Хандаги до Батагая и Депутатского. Общий охват проекта составит 86 арктических и труднодоступных населенных пунктов Якутии, в которых проживает 72 тысячи человек. С приходом оптоволоконных кабелей тарифы за интернет за мегабит в секунду у жителей Севера упадут в 100 раз, предполагает Министерство инноваций Республики. Оптоволоконные линии ускорят интернет жителей Якутии от 100 и более мегабит в секунду. Это возможность онлайн-обучения, применение технологий телемедицины, возможность заработка онлайн, а также развитие творческих компетенций, оставаясь на своей родной земле. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Коренная родовая община имени Владимира Сидорова является самой отдаленной в Алданском районе. Она располагается за 1000 километров от самого Алдана. В настоящее время в стойбище проживает 14 человек. Зима миновала, а впереди весна, которая нередко выдается по-северному непредсказуемой. Достижениями, заботами и надеждами оленеводы поделились с нашими корреспондентами. За 1000 километров от Алдана в местности Чайдах пылает очаг коренной родовой общины Сидоровых. Сегодня в тайге проживают 5 семей, 11 взрослых и 3 ребятишек. Арсылане всего 7 месяцев. С мамой, папой и старшим братишкой она приехала в стойбище в сентябре. Тогда крохе едва исполнился месяц. Стараемся. Вот сын помогает постоянно, бабушки помогают. Иногда муж, когда время есть, помогает. И с хозяйством, и с детьми. Успеваем как-то. Для старших членов семьи Нюргустан незаменимый помощник. Сейчас он здесь самый взрослый. Его старшая сестричка ходит во 2 класс и находится с дедушкой и бабушкой в селе Хатыстыр Белецкого и Венкийского национального наслега. Раннее детство неразрывно связано с тайгой у всех членов семьи. С измальства приобщаясь к делу предков, детишки растут сильными и выносливыми. Дети никогда не болеют. Вот у меня 13 внуков. У нас, 13 внуков, ага. Все они в тайге выросли. В объятиях тайги жизнь не бывает беззаботной. Сохранение ставшего привычным уклада требует от каждого члена общины непрерывной отдачи сил и стараний. Быт оленеводы полностью организуют собственными силами. Хлеб сами делаем, и
Получается, с утра у хозяйки начинается завтрак, обед, ужин, там весь день с детьми. Зима в этом году выдалась мягкой, лютых морозов не было. Не докучали и волки, стадо стояло хорошо. Между тем, труд людей, чьи судьбы неразрывно связаны с тайгой, сопряжен с огромным количеством сложностей. Оленей пасем. Вот, например, наши вот эти ездовые олени. Основная стадо стоит отсюда в 5 километрах вверх по речке. Сами оленеводы говорят, что у них два дома, один в селе, второй в тайге. Единение с природой и следование ее законам для членов общины предпочтительнее жизни в цивилизации. В тайге уже привыкли. Я 85-го года здесь, как окончила ветеринарию в училище Терский, и сразу в тайгу так и живу. Коренная родовая община Сидоровых была образована в 1992 году. В Алданском районе она является одной из самых отдаленных. Путь в Хатыстыр на оленях займет порядка недели. За продуктами и предметами первой необходимости оленеводы выезжают примерно раз в 3 месяца. Воспользоваться авиатранспортом крайне проблематично, и вопросы доставки провизии и выездов на слег оленеводам приходится решать только за счет собственных ресурсов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. Древнейшие спутники мамонтов, так ученые иногда называют лесных бизонов, чьи предки бок о бок ходили по земле вместе с древние времена. Вот уже 18 лет в Якутии восстанавливают популяцию этих парнокопытных, завезенных в резерват из Канады. И, как признаются специалисты, они уже стали больше и мощнее своих североамериканских собратьев. Проверила это и наша съемочная группа. Внушительная мохнатая голова, почти тонна мышечной массы и способность развивать скорость до 70 км в час. Лесные бизоны способны внушить страх даже самому заядлому любителю животных. На самом деле эти исполины достаточно мирные. К туристам относятся с настороженностью. Из лесных зарослей появляются только на звуки рассыпающегося комбикорма и знакомые призывы работников резервата. Работники бизонарии каждое утро их кормят. Суточная норма кормов у них там 2-3 килограмма комбикормов, 20 килограммов сена и дополнительные сами копытят, получается. Этот заповедник – большой шаг к возрождению местной фауны. Территория его более чем огромная – 126 гектаров. Все для того, чтобы звери не чувствовали себя подневольными. Ну а всего здесь обитает больше 40 вот таких вот бизонов. Самцы отдельно, самки с детенышами отдельно. Их сводят только летом во время брачного сезона. Телят, кстати, в этом сезоне родилось сразу 12. В ближайшее время их отправят в резерваты в разные районы Якутии. Сунтарский, Горный и даже на Среднюю Колыму. Летом животные находятся на свободном выпасе, а уже ближе к зиме их перегоняют обратно к людям. В том числе и для того, чтобы туристам заповедника Усть-Ботома было легче за ними наблюдать. Мы тут проводим экскурсии. Зимой на буране, летом на машине, на тракторе. Плюс у нас есть домики летние, могут их снять, остаться на ночь. Ну а для туристов заповедник разработал целую туристическую инфраструктуру. Тут и комфортабельные теплые домики, и экотропа, и сплавы, и рыбалка, и разные экскурсии. Ну а в зимний сезон добавляются ледяные горки, скульптуры и катание на буранах до места обитания бизонов. Если к бизонам по объективным причинам близко подойти не получается, то на помощь приходят другие обитатели парка. Вот, например, изюбры. Главная цель специалистов – выпустить животных на волю. Но для этого понадобится десятки лет, ведь чтобы стать полноценным видом, этих могучих быков в Якутии должно быть не меньше 1000. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Хангаласский район. Московские студенты изучают особенности грамматики якутского языка. В одном из столичных вузов уже несколько лет будущие лингвисты пристально постигают падежи, суффиксы, префиксы и окончания языка народа Саха. Какие открытия сделали начинающие ученые, чем их покорила Якутия, знает Максим Кардозу. Мы у корпуса факультета гуманитарных наук одного из лучших вузов в нашей стране. Это Высшая школа экономики. И здесь есть группа студентов, которая изучает якутский язык. Причем эти ребята неоднократно бывали в нашей республике с экспедициями. Сейчас пойдем с ними знакомиться. Дроба, Блару. Дроба. Максим. Бастаге этини ах. Мин багынага баран, күннүлүр болақтарына, тоқтыбут кулагы итигестеях пен сөбдуо.
Максим Бажуков – преподаватель-ассистент. Уже 4 года он изучает грамматику якутского языка. Например, его заинтересовало, что в одном и том же предложении можно как использовать, так и игнорировать падежи. Например, предложение «мен масына алджатым». И вот я сказал без падежа. Вот. И вроде бы так действительно иногда говорят в некоторых ситуациях, когда это что-то вот абстрактное. С другой стороны, может быть сказано «мен масынаны алджатым». Здесь уже есть винительный падеж. И это как бы очень простой случай. На самом деле в языке таких случаев очень много, существуют разные контексты. И вот это все очень-очень большая интересная система. Как это устроено. В 2019 году преподаватели университета решили изучать особенности якутского языка и пригласили в новую группу всех желающих студентов. Их заинтересовала живая языковая культура народа Саха, возможность общаться с носителями и необычные конструкции, с помощью которых формируются предложения. По-якутски, по крайней мере в говорах намского луса, можно сказать «Сардана, барары сылджар». Вот собирается уйти. А можно «барары генар», а можно «барары генна» или «барары геммыт». Если она стоит у двери, можно сказать «барары турар». И вот это в прямом смысле богатство якутского языка. Сколько способов, сколько очень похожих конструкций, у которых у каждой есть свой оттенок значения. Да? И вот это интересно описать. Изучение происходит не только по книгам, предусмотрена и полевая практика. Уже 4 раза студенты и преподаватели приезжали в Якутию. Они жили в Намском и Верхневилюйском улусах и активно общались с местными жителями. Мы обычно встречаемся с носителями на 1 час или 2, и обычно это устроено так, что у нас есть анкеты, которые мы специально составили по нашим темам, и мы спрашиваем предложения на русском, иногда, и часто пытаемся что-то породить по-якутски, и спрашиваем носителей, могли бы они так сказать, в каком случае они так могли сказать и так далее. То есть пытаемся как-то собрать, какую-то информацию про якутский. Из Якутии ребята привезли не только научные материалы или новые впечатления. В Москву они вернулись с сувенирами. Из Якутии привезла себе небольшой сувенир, якутские сережки серебряные. Решила что-то себе на память привезти. И люди, когда видят, всегда делают комплименты, спрашивают, откуда у меня такие сережки. Потому что здесь их не продают вообще. Этим летом лингвистическая группа снова собирается отправиться в якутскую экспедицию. А пока ребята ищут носителей языка в Москве, чтобы не останавливать работу, и просят откликнуться всех желающих им помочь. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва. В Якутске проходят съемки об известной спортсменке Анастасии Диадоровой. Режиссером картины стал Сандал Байшев. Главные соревновательные эпизоды уже отсняли в Якутске в бассейне Чолбон. Ну а кто сыграет главные роли в фильме и о творческом процессе расскажет наш корреспондент. Основные съемки уже вовсю проходят в бассейне Чолбон. Тут главная героиня Маша Иванова, которая играет роль самой Насти, уже активно вовлечена в рабочий процесс. Отбор на главную роль у Маши проходил в 3 этапа. Ей было необходимо заниматься плаванием с тренером, пройти собеседование у режиссера, и, несмотря на то, что претендентов было много, главную роль она все же получила. То, что проходится кастинг, я узнала от мамы, рассказала мама. И, конечно, согласилась. Это все-таки такая роль Насти. До съемок никогда не занималась плаванием именно. А когда приняли на эту роль, то уже начали заниматься с тренером. В таком большом и историческом фильме принимает участие много людей, от которых зависит реальная передача атмосферы того времени. Так, например, специально для фильма пригласили известную российскую актрису театра и кино Татьяну Арнгельц, которая, как оказалось, в Якутию уже во 2-й раз. В фильме она играет тренера Анастасии. Она уверена, что история мировой спортсменки – это поистине достойный жизненный путь человека. Мы встретились с режиссером, с продюсерами в Москве. Они как раз приехали туда для съемок экстерьера. И на этой встрече я сказала, да, конечно, я с огромным удовольствием буду работать. В Петербурге сталкивалась с тем, чтобы группа была настолько готова, чтобы настолько люди знали, как они хотят снимать, что они хотят снимать. Низкий им поклон и спасибо за то, что у нас есть и снимают вот так кино, и снимают такое кино. Чуден и прекрасен и богат ваш край. Я здесь неделю, я чувствую себя абсолютно счастливой тут.
Сам фильм концентрируется на предпаралимпийском периоде жизни Анастасии в 2003 году, где через год она получит свою первую путевку в Афины. Основная задача съемочной группы – это воссоздать картину того времени. Именно поэтому процесс съемок оказался не таким уж и простым. Как рассказал продюсер фильма Александр Лукин, они уже успели отснять часть материалов в Москве, а вот самое основное предстоит снять в Якутии. Мы сегодня собрали массу людей. У нас сегодня, так скажем, массовые сцены. Одна из самых важных сцен нашего фильма. Мы снимаем финал. Это воссоздаем соревнования, чешские соревнования, там, где наша Анастасия Диадорова прошла отборочный тур. И после этих соревнований, выиграв, она получает путевку в Афины. Съемки проходят прям отлично, все заряжены, команда слажена, актеры играют очень хорошо. Съемки по времени займут полгода, и следующий большой этап работы – монтаж. Фильм планируют выпустить в широкий прокат уже в следующем году. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.